Твои родители по происхождению вон те, да? О, да, у нас же ничего общего. Ты откуда взялся вообще здесь? А что, если мы внутри народа сами себя будем хрымлы называть? Крымские татары, которые сомневаются в том, что они крымские татары, и как-то им больше кажется, что они крымы, это их человеческое право. А откуда он родом? А почему он так говорит? А почему у него такой язык отличается от моего? Так слушай, а может и я действительно не оттуда? В переводе вот с языка крымских цыган. Ты, сын мой, крымлыец, и я крымлыица, ваша родичка. Селям алейкум, Надир ага. Селям алейкум, Иркес, Да, алейкум я селям. очень рад, что вы опять же нашли время сегодня, в этот воскресный вечер, уделить нам внимание. Тема, которую сегодня мы будем обсуждать, тема большая для нашего народа, для крымско-татарского народа она важная. То, как мы себя называем, самоназвание. Да? Много народов испытывают подобные проблемы, да, что их как-то назвали, они как-то себя по-другому называют, соседи их по-другому называют. Вот такая проблема есть и у нас, судя по всему. Да? И в последнее время эта тема, она как-то на поверхности, ее вроде как-то обсуждают. Делать вид, что ее нет, тоже неправильно, как я считаю. Поэтому я вам предлагаю сегодня, опять же, продолжить эту тему, потому что на просторах интернет-дискуссии это присутствует. Тема хрымлы и крымские татары. Да. Хотел бы у вас вообще в первую очередь спросить, насколько это важно для нас сегодня, как мы называемся, и последствия, которые уже сейчас эти процессы идут, что все равно народ наш как-то делится, да. Одни говорят, нет, мы крымские татары, другие говорят, нет, мы хрымлы. Процент их непонятен, но сейчас, по сути, не об этом речь. Вот давайте сначала определим важность, да, насколько сегодня простым рядовым крымским татарам или хрымлы, я не знаю, давайте сейчас будем определяться, насколько важно вот с этим делом определиться. Давайте вот сначала про это. Ну, я скажу так, что еще 20-30 лет назад этой проблемы не было. Если говорить о сегодняшнем дне, она есть. Но она есть, насколько она важна, она высосана из пальца. Но из пальца можно высосать все, что угодно. Если долго сосать, то и сам палец развалится, заразится, от этого пойдет и весь организм под откос. Поэтому те люди, которые навязывали народу эту тему в течение 20-30 лет, они, надо сказать, что имеют определенный успех. То есть те проблемы, которые могли с этой темой быть связаны, они вдогонку, уже как неизбежно, как ее следственное, начали появляться. То есть для самих крымских татар, для старшего поколения, для огромного большинства, в процентах не знаю, но это далеко за 90%, не было никаких сомнений о том, как народ называется, потому что самоназвание – это не где-то написанный лозунг, это то, кем люди себя ощущают, и кем, если хотите, в ежедневной жизни себя называют, в том числе в общении с детьми, с другими и всякое такое. Я скажу, что до сих пор среди самих крымских татар наиболее популярным словом и ощущением является татар, потому что когда говорят о крымских татарах, то говорят это, когда вынуждены себя сопоставлять либо с другими татарами, сибирскими, поволжскими и так далее, либо в каких-то официальных случаях, потому что в разговорах между крымскими татарами, если кто-то кого-то спрашивает, не совсем уверен, он другого спрашивает, татарсын мы? И ему отвечает, татарин. То есть никто не говорит, крым-татарсын мы? В быту даже сейчас этого не присутствует. Вот. Но если, конечно же, 20-30 лет об этом трубить во все трубы везде, где только можно, а теперь уже получив такую возможность и в ООН, не получив на это разрешение у народа, но добившись, так сказать, пробившись в Организацию Объединенных Наций, причем в качестве одного из экспертов ООН, имеющих официальный статус. А туда у нас попал Крымлы Сулейман Мамутов с подачи украинского правительства и уже там отзаседал.
еще, я думаю, будет это делать, то, безусловно, эти проблемы, как снежный ком, начинают накапливаться. Потому что не только само произношение, не только само слово, не только само название, но те обоснования, которые периодически сторонники вот этого высунутого из пальца вопроса пытаются приводить, они поневоле будоражат людей, причем не в тех областях, не в тех сферах, которые на самом деле важны для жизни крымско-татарского народа, для его будущности. Ну, например, как это десятилетие продолжается земля. Ну, например, как это тоже десятилетие продолжается при всех режимах, школы, учебники, образование. Ну, например, как это десятилетие опять-таки продолжается при, ну, не совсем при всех режимах, но последнее десятилетие точно, это работа, это заработок, воспитание молодежи и так далее. А вдруг вот в совершенно других вещах. Ты откуда по происхождению? Ты от тех древних татар или от этих? Кто у тебя в крови, генуэзцы или венецианцы? Ты ближе к грекам или ты ближе к арабам и так далее. То есть эти люди буквально вбрасывают, так сказать, в жизнь народа ну, некие такие взрывные капсулы, да, которые начинают людей каким-то образом разбрасывать, противопоставлять друг другу и говорить: ты так, стоп, твои родители по происхождению вон те, да? О, да, у нас же ничего общего. Ты откуда взялся вообще здесь? Вот. И, как я ожидал, собственно говоря, с большими опасениями, да, это начинает находить кое-где резонанс, совершенно не тот, на который рассчитывают вот эти Крымы и Крымы. Они рассчитывали, что все пойдут за ними, так сказать, хотя это неправда, за ними они даже на это не рассчитывали, они рассчитывали на нечто другое, я об этом позже скажу. Но те люди, которые придерживаются, ну, не то чтобы даже других взглядов, а просто изначального, фундаментального понимания того, что мы крымские татары, они начинают тоже задумываться: а откуда он родом, а почему он так говорит, а почему у него такой язык отличается от моего. Так слушай, а может и я действительно не оттуда? То есть речь идет уже не о том, что мы там, в конце концов, они ведут дело не к тому, что мы там Крымы, или крымские татары, а к тому, что кто-то там генуэзец, кто-то румей, кто-то, значит, там из Ногайской Орды, кто-то из кыпчаков, кто-то, оказывается, еще из асов или аланов и так далее. То есть они буквально все их стремление, номер один, развалить нацию как таковую, номер два, это создать искаженное впечатление в мировом сообществе о том, что, собственно говоря, происходит с нашим народом и какие проблемы на самом деле для нас важны. Для нас важны наши проблемы как нации крымско-татарской, или для нас важны какие-то там, так сказать, неправильные названия, на которые сейчас всему миру раскроют глаза, как они полагают. Ну, честно говоря, ну, не первый раз. Я вообще всем этим занимаюсь, вот напрямую говорю, в глаза, абсолютно против своего желания. Абсолютно против своей охоты. Потому что для меня никакой проблемы не существовало. И вообще-то говоря, для меня сейчас вот проблема во внутреннем смысле, кто я там по национальности, она не существует. Я крымский татарин, как и, опять-таки, я уверен, далеко за 90% всех, кто родился в крымско-татарских семьях. Но проблема, да. Если тебя постоянно пытаются каким-то образом отравить там, или уколоть какие-нибудь, или дать подножку, ну, хочешь не хочешь, начинаешь обращать на это внимание. Я бы занимался совсем другими делами, совсем другими вопросами, если бы не это. А теперь уже вынужден, куда же мне деться. Надира, а можно вот комментарий небольшой? Смотрите, вот вы говорите, что крымские татары начинают интересоваться тем, кто грек, кто византий, кто араб, кто там из Ногайской какой-то орды. А разве это не хорошо, когда конкретный человек знает, откуда его происхождение? То есть, ну, мы же понимаем, что мы не какой-то, мы не чугун, условно говоря, да, а мы народ, который сформировался путем этногенеза многих народов. Абсолютно верно. И я с этим согласен, и я с этим интересуюсь. Но не для того, чтобы себя, как потомка, скажем, там, Ногайской Орды, кыпчаков или еще кого-то, значит, противопоставить выходцам из Византии или Генуэза. А когда мне говорят, что нет, ребята, вот это вот не настоящие, а вот тут есть настоящие, вот настоящие отсюда и только такого происхождения, остальные какие-то или не наши, или искусственные. А в ответ, соответственно, с той стороны мы тоже получаем: нет, 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 это вы не настоящие, это мы настоящие, вот, то это совсем другая задача.
Я много раз подчеркивал, я на этом стою, что нужно по возможности изучить, если есть такая возможность, ну какая-то техническая возможность, судьбу каждой деревни крымско-татарской, в том числе исчезнувшей, как она возникла, кто ее населял, как эти люди там появились, как они выглядели, ну и так далее, и так далее. Все, какой у них был язык, как это перешло в наше общее достояние и так далее. Но или мы понимаем действительно, что на протяжении столетий и тысячелетий выкристаллизовалась эта крымско-татарская нация, к которой мы все принадлежим, или мы расходимся по племенам, по этим же деревням, по половинам деревни, потому что у нас многие деревни делились пополам, Быюк-Узенбаш, Кючук-Узенбаш, эти, значит, один народ, это тот другой народ, там, допустим, вот, и так далее. И все, значит, Кючук-Узенбашские не признают Быюк-Узенбашских, а у всех вокруг, допустим, вообще никто для них. А мы там отдельная нация. Нас толкают на эту дорогу. Я к Азербайджану отношусь очень хорошо. У меня друзья там и все что угодно. Не подумайте, что-то специально плохое. Я просто показываю, как это может быть. То же самое в Искутии есть, скажем, там деление тоже есть Таракташа и так далее, и так далее. Я привожу как пример, не более того. Вот. Или есть там разные деревни, скажем, если брать те места, откуда семья моя родом, татараблеш, там немсяблеш, ага, татараблеш наши, значит, немсяблеш не наши, да? Ну, немсяблеш там немцы его жили, но первоначально до этого там тоже было крымско-татарское село. Вот, ни в коем случае. То есть, это стремление раздробить нацию, и так не очень крупную, и так, прямо говоря, не очень сильную в настоящее время, на какие-то там россыпь какой-то гальки, да, с которой уже никто не будет считаться, который просто будет использовать как строительный материал для чего-то другого, как ее замешивают в бетон там или еще что-то. И второе, это, в общем-то, затмить на международной арене те проблемы, которые действительно существуют у крымско-татарского народа, да и для самого крымско-татарского народа то же самое. Увлечь его чем-нибудь другим, а в условиях внутреннего противостояния, ну, будет полная красота для них, для этих людей, кто это навязывает. Они не борются и не работают для будущего крымско-татарского народа, они работают и борются за то, чтобы у крымско-татарского народа, у крымско-татарской нации будущего не было. Вот в этом разница. А что, если, допустим, мы знаем, что бренд крымский татарин, он как бы известен на международной арене, да, то есть знает его и ООН, и там, и тут. Все знают про то, что есть такой бренд крымский татарин. А что, если мы внутри народа сами себя будем хрымлы называть? Вот, допустим, вот так вот дома, по-семейному, вот мы, вот как хрымлы, там, кто-то говорит, мы куманы, там, или так далее, так далее. То есть есть такой, условно говоря, международный бренд, а есть такой маленький бренд самоназвания. Послушайте, ну, в самом деле, это настолько, ну, очевидные вещи, что я вообще на это время бы не хотел тратить. Вас зовут Длявер, правильно? Так И все получилось. знают вас как Длявера, да? Нас У вас музыками есть семья, знают. дети там и так далее, да? Те, с кем вы знакомы. Но вы для себя решили, допустим, что вы на самом деле не Длявер там, а Бахчисарайлы. Марсель. Там, или Марсель, да, еще лучше, да, Марсель, там Нью-Йорк, там, я не знаю, вот, Рио-де-Жанейро, вот, и, значит, вы ходите и говорите, это мое право. Не, ну, в самом деле, не про вас лично, опять-таки, право каждого сойти с ума, пожалуйста, почему нет? Есть люди, которых там зовут Иван Васильевич, да, некоторые, значит, что это управдом, да, а некоторые, что это царь Иван Грозный, по этому поводу фильм был. Да? Да. Он себя может считать кем угодно. У нас типичный случай. В больницах сидят люди, и не один, который считает себя Наполеоном. Да? Хочешь считать себя Наполеоном? Ну, в больнице место свободно, пожалуйста. Почему же нет? Вот. Но почему это сумасшествие должно навязываться всему народу? Чего ради? Для чего? И, кстати говоря, вот после моих этих публичных дискуссий, которых я, честно говоря, совсем не хотел, но которыми вынужден заниматься, потому что я не хочу, чтобы кто-то безболезненно, безбоязненно, но с очень плохими последствиями навязывал это сумасшествие нашей нации. Там как-то прозвучало у меня в последней дискуссии, что вот нам бы лучше даже Крымами называться, но если не Крымы, то Крымлы. Ну, давайте так, я сейчас вопрос этот более грамотно задам. Задайте. Ну, на просторах Ютуба есть такой известный, самый известный наш Крымян Татарс портал, который рассказывает про крымских татар.
И, значит, у вас была недавно дискуссия с Бекирга Мамутовым, где, собственно, вы обсуждали эту тему. То есть у вас был формат дебатов, где вы обменивались аргументами, так сказать, да? И мы, кусочек видео, я это приложу, как бы покажу людям, чтобы понимали, о чем идет речь, где Бекира говорит, что вот там один человек сказал, что Хрымлы, и дальше говорит, что Крымы. То есть я так понимаю, что он как синонимы это как бы употребил, то есть имел в виду, что Хрымлы это то есть и Крымы в том числе. Появляется статья Рефика Музафарова, где он четко, кстати, не Крымла, он говорит, мы должны быть Крымами. И он говорит, он этот этноним вводит. Ну, в самом деле, я его тогда послушал, думаю, ну ладно, дай-ка я как сам себя проверю. И стал в интернете искать Крымы. Крымы. Слушайте, вот был сюрприз для меня. Честно. Я нашел слово Крымы в интернете, ссылки, и на что же я вышел в конце концов? Оказалось, что Крымы это не просто пожелание там, кого-то и не то, о чем сожалеет Бекир Ага, оказывается, это действующее имя действующего народа. Который уже занят. Ну, кто его знает, может занято, а может нам его предлагают тоже на себя распространить, воссоединиться с этим народом, допустим. Вот. Крымы – это одно из названий крымских цыган. Для меня, честно говоря, был большой сюрприз, потому что ну, я, как любой крымский татарин, знаю о существовании Чингине. Опять прошу не обижаться, потому что ну, некоторые выходцы из крымских Чингине, они как-то считают это слово обидным для себя, но в крымско-татарском языке так. Ну и не только в крымско-татарском, то есть по-русски это цыган, скажем, по-турецки чиган, вот, по-английски джипси. Кстати говоря, джипси это деформированная форма, судя по всему, от английского Egyptian, то есть египтянин. Насколько я занимался этой темой, потом выяснилось, что примерно 80% цыган в мире называют себя рома, однако 20% называют синти. Это связано с особенностями их происхождения. И оказалось, что эти мои слова легко перепроверить. Любой может открыть Википедию сейчас. В статье «Крымские цыгане» перечисляется целая группа их названий и самоназваний, среди которых есть и название Крымы. Не только Крымы, но в том числе и Крымы. Ну, в Википедии так и написано. Да, Крым Чингине, ну это крымско-татарское название, Крымы, Крымитика, Рома, Крыморя. Ну и там как-то арабской графикой что-то написано. Это все как название крымских цыган. Это меня подтолкнуло заняться этой темой основательнее. Я попытался найти какую-то литературу по теме, почитать, посмотреть, поразбирать историю. Ну и вот сейчас я могу поделиться тем, что мне удалось узнать, что, я думаю, интересно всем. Я сейчас не буду вдаваться в детали истории именно крымских цыган. Это вообще тема для отдельного разговора, очень интересная. Я скажу вскользь поверхностно, что по разным оценкам несколько групп людей, которые себя называли, в конечном счете крымские татары стали их называть Чингине, прибыли в Крым с разных сторон, немножко в разное время, но последний такой заход-заезд был в XVIII веке. И вот в XIX веке как раз шел очень интересный процесс в Крыму здесь. Часть этих людей, которые называли Чингине, они жили в Крыму, взаимодействовали со всеми другими народами Крыма, они расселились в разных городах, Кезлев, Карасу-Базар, Бахчисарай, Кефе, где-то в селах на Южном берегу, и сохранили свою такую обособленность. Именно они себя называют Крымы. Или второе название, которым они сами же себя называют, Крымлы. Но они сохранили свой язык. Он очень своеобразный, немножко о нем расскажу сейчас.
где вот обобщающие они про себя говорят «крымлы дес». То есть это «дес» — это аффикс множественного числа, иначе говоря, «крымлы вар» или «крымы». А даже, ну вот, была вторая группа. Ну, я даже не скажу, что это были группы, а как бы, ну, две тенденции, что ли. Те, которые смешивались с крымскими татарами, те, которые все больше воспринимали крымско-татарский язык, крымско-татарский образ жизни, селились неподалеку от крымских татар и так далее. Что интересно, практически и та, и другая группа приняли ислам. Многие стали носить мусульманские или крымско-татарские имена. Но, тем не менее, вот эта группа Крымы и Крымлы, она сохранилась по сей день, что интересно. А те, которые слились с крымскими татарами, стали частью крымско-татарской нации, как в свое время там эллины, допустим, их потомки, там, и готы, их потомки и так далее. И мы прекрасно об этом знаем, благодаря тому, что многие наши довольно-таки выдающиеся и музыканты, и художники, и творческие люди, они имеют вот эти корни Чингине, что ни в коем случае не перестает их делать частью крымско-татарской нации, частью нашего народа. И более того, мы, крымские татары, в целом, как нация, в значительной степени обязаны им сохранением нашего фольклора, нашей культуры, наших каких-то ремесел художественных и так далее. Произошла очень трагическая, драматическая история. Причем она повторялась несколько раз. Дело в том, что Крымы, именно такие вот Крымы, Крымлыдес, они ведь расселились на территории Крыма, когда существовало Крымское ханство. Еще. И поэтому сейчас это может прозвучать удивительным, но многие из них жили и продолжают жить на территории бывшего Крымского ханства, в том числе там в южных областях причерноморских и в Кубани. Более того, у них там есть общество, там у них есть выдающиеся люди, в том числе и там, профессора, доктора наук и всякое такое. То есть они как этнос также продолжают жить? Да, продолжают жить, ну то есть вот за эти 200 лет с лишним, да. Они сохранили свой язык, сейчас я вот немножко больше скажу об их языке, он тоже очень интересен по-своему. Значит, поскольку они жили на территории Крымского ханства и в самом Крыму, то у них очень большое количество заимствований из крымско-татарского языка. Вообще, вот если брать лексический состав языка крымов, не тех, которые слились с крымскими татарами, а вот те, кто сохранили свою идентичность, Крымы, у них так примерно получается, что 36% их слов, лексики, это крымско-татарские слова. Но, тем не менее, он другой на слух. Тем не менее, он другой, крымские татары его не поймут. Значит, примерно более 18% это балканское, имеет балканское происхождение, то есть заимствованы из греческого, румынского, южнославянского языков. Более 5% иранского и армянского происхождения. И вот первоначальное индийское, индоевропейское происхождение – это примерно 34,6% корней. Примерно более 6% в этом языке заимствованы из русского языка. Более того, в языке крымских цыган, крымов, есть даже заимствования грамматические, то есть у них там словообразование, там спряжение глаголов иногда идет по пути крымско-татарского языка, и так получилось, что большая их часть жила в степном Крыму, поэтому у них больше из диалектов степных татар, нагайского и так далее, хотя не только. Они в современных документах имеют, не все, конечно, многие, для русского уха странную фамилию Оглу или Оглы.
Я нигде точно это не проследил, но предполагаю, что в свое время, когда выдавались документы на русском языке, будь это там 19 или 20 век, э, их традиционное имя, которое произносилось, ну вот на наш лад крымстатарский, допустим, там Тимур Халил Оғу, уже этим чиновником, который выдавал документ, воспринималось как последнее слово, как фамилия. Поэтому у них часто бывает фамилия Оглы или Оглы. Что интересно, крымские цыгане, я не говорю о тех, кто стали частью крымстатарской нации, а вот как отдельные группы, или, если хотите, народ, они по сей день живут в Крыму. Есть их разные группы в разных местах Крыма, вокруг Симферополя, на Абдале есть захоронения с этими фамилиями. Вот. Но была у них община в Таганроге, общество много лет существовало. Как-то слышал я, что есть такое в Нижнем Новгороде. В Краснодарском крае они довольно распространены. Почему я говорю именно о Краснодарском крае? Не только потому, что это территория Крымского ханства, где они жили, но они как бы там в несколько приемов оказались в Краснодарском крае. И это связано с другой тоже очень драматической страницей. Дело в том, что нацисты, ну это менее известно, чем их ненависть к евреям, но нацисты, гитлеровцы, они цыган считали тоже расой, которую они должны истребить. И истребляли их тоже. Истребляли, да, по всей Европе, но это менее известно, потому что у цыган нет такого представительства, как бы в средствах массовой информации, везде в истории, как у евреев. Да, о их трагедии мало рассказывают. Меньше рассказывают, да. То же самое попытались сделать в Крыму. Взяли их на учет. И значительную часть крымских цыган, как тех, которые уже себя считали крымскими татарами, так и вне них, спасли крымские татары, чем я просто горжусь. И причем даже к этому руку приложили органы, которые в советское время и сейчас как бы по-разному оцениваются. Так называемые мусульманские комитеты, которые были организованы оккупационной администрацией, чтобы управлять крымскими татарами на территории Крыма во время оккупации нацистской. Так вот, именно мусульманские комитеты взяли на себя роль защитника. Разумеется, там научных изысканий не было, просто представители мусульманских комитетов заявили гитлеровской администрации, что это мусульмане, это крымские татары, это не цыгане, поэтому не трогайте их, пожалуйста. Как вы понимаете, в тех условиях это была достаточно рискованная вещь. Но благодаря этому сотни и тысячи людей спаслись. Потом пришел 1944 год, и огромное их количество вместе с крымскими татарами, как крымских татар, депортировали по всем правилам, так сказать, сталинской депортации. Туда же, в те же места. И с таким же трудом они возвращались из этих мест депортации вместе со всем крымтатарским народом, переживая практически все те же самые трудности, те же самые проблемы. Однако при всем при этом вот эта группа Крымы, они хорошо знают, уже теперь сотнями лет знают крымских татар, это наши соседи здесь в Крыму. Они многие знакомы, дружат, соприкасаются и так далее, но при этом хранят свою особость Крыма, Крымлыдис. Как-то мне тут вот попалась на глаза интересная фраза, я ее попытаюсь сейчас произнести. Конечно, она хорошо не будет звучать, потому что я не знаю этого языка. Это так, кириллическая транскрипция. Вот. Тюмочо, крымлыйца сам, ильмея сом крымлыйца, тумари соиса. Это в переводе вот с языка крымских цыган. Ты, сын мой, крымлыец, и я крымлыица, ваша родичка. В продолжение этой темы я стал искать литературу, потому что нельзя же одной Википедией пользоваться. Вот. Удалось мне найти при помощи моих друзей книжку. Здесь она, я думаю, вы ее покажете лучше. Я
фотокопию перешлю ее полную. Это крымский диалект цыганского языка. Написал ее Вадим Германович Торопов. Издана она была в Иваново, областной город в России. Там есть Ивановский университет, он, видимо, там работает, этот человек. В 1994 году. Это не, как сказать, это не какой-то популярный очерк. Вот Торопов, он специалист, он работает совместно с Российской академией наук. Недавно у него вышла книга, буквально там, что ли, 2 года назад, которая называется «Этимолого-кодификационный словарь языка крымских цыган», вместе с второй автор там по фамилии Гумероглой. Это крымский цыган по национальности. Солидная очень книжка, но я ее просмотрел. Читать ее, конечно, надо лингвисту, потому что она именно узкая, такая, специфическая для филологов. Это словарь. А вот в 1994 году Торопов в своей, в общем-то, как бы филологической книжке «Крымский диалект цыганского языка» дал несколько интересных сведений, касающихся их истории, взаимоотношений с Крымом, крымскими татарами. И это настолько занимательно, что я считаю, нужно прочитать для всех. Речь идет о 1994 году, 1994 году, то есть это достаточно современная вещь, но в то же время уже не сегодня, поэтому то, о чем он тут говорит. От автора. Фольклору, истории, языку крымских цыган я посвятил 14 лет. То есть в 1994 году, это где-то с 80-го года. А с тех пор прошло еще 26, да, больше. И хочу познакомить как с материалами, собранными мною, так и с результатами, базирующихся на них моих исследований. Людей разных специальностей. Филологов, этнографов, историков и всех, кому интересна и не безразлична культура, язык, история, фольклор, а также сама судьба цыган этого древнего и очень самобытного народа. Все началось с августа 1979 года в станице Натухаевской, города Новороссийска. Кстати говоря, в Натухаевской крымские татары вот, в эти годы тоже их очень много жило, и те, кто сейчас живут в Крыму, для них это не чужое название. Когда я познакомился с Гумероглым Павлом Борисовичем, который стал моим учителем, от него и членов его семьи я научился говорить по-цыгански. Занятия постепенно превратились в серьезную тяжелую работу исследователя-филолога. И где бы я ни работал, везде цыгане относились ко мне доброжелательно и с весьма большим пониманием. Именно их рассказы помогли воссоздать историю крымских цыган и их языка. Эти данные вошли в очерк «Крымские цыгане» и их диалект, который послужил началом моих публикаций по вопросам истории, фольклора и языка крымских цыган. Диалект изучался в городе Керчи в Крыму, на Кубани, в городах Краснодаре, Майкопе, Славянске на Кубани, Темрюке, Туапсе, в станицах Натухаевской, Раевской, Гастагаевской, Северской, в городах Грузии, Кутаиси, Зугдиде, Кабулете, Сухуми. Местные органы власти имели о моих занятиях свое мнение. В начале 80-х моя исследовательская участь и просветительская деятельность не могла осуществляться без разрешения на то свыше. Любые обращения в официальные органы учреждения результаты не давали. Репрессированный вместе с крымскими татарами цыганский народ Крыма никого не интересовал. Осознав это, я перестал куда-либо обращаться. Проживание русского человека в цыганских семьях давало самое высокое наблюдение за языковыми фактами диалекта, хотя для официальных лиц оно оставалось непонятным. Вот так он описывает свое знакомство с крымскими цыганами, и я полагаю, что мнению этого человека, судя по доброжелательному его тону, вполне можно доверять. И дальше у него есть очерк такой исторический, как бы. Крымские цыгане и их диалект. Носители крымского диалекта цыганского языка в настоящее время проживают в северных степных районах Крыма и прилегающих к ним районах Херсонской, Одесской, Запорожской областей, а также в Краснодарском, Ставропольском краях и в Ростовской области России, в Абхазии, в западных районах Грузии. Кроме того, крымские цыгане дисперсно проживают практически на всей территории Украины и России, вплоть до Якутска и Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии. Среди жителей Москвы также имеются носители этого диалекта. А цыган всех других диалектов они называют лахоя, часто с оттенком пренебрежения. Слово «ром», цыган-мужчина,
возводится к древнеиндийскому домба мужчина из касты музыкантов и танцоров. А лахас – цыган не крымец, к греческому влахас – житель Валахии, юг и восток Румынии. Можно сделать предположение, что предки крымских цыган, ранее как самостоятельная этнолингвистическая группа, проживали в непосредственной близости от цыган-носителей диалектов валашской группы, то есть на границе между Болгарией и Румынией. По месту своего обитания крымские цыгане делятся на крымлы, дес, живущие в Крыму, кубанлу, дес, живущие на Кубани, северная часть современного Краснодарского края, южная часть, границы которой является река Кубань, и Черноморлу, дес, живущие по Кавказскому побережью Черного моря, Тамань-Туапсе. Но часть цыган, как он пишет, крымских, в 1933 году ушла в Грузию. Это было связано с голодом. Ну, я о нем много не знаю, но, видимо, это тогда же те же годы, что и Голодомор. И там осела. Вот. Ну и, собственно говоря, так вот оно и есть. Что интересно, крымские цыгане, ну вот казалось бы, да, цыган по миру около 80 групп. Казалось бы, уже ну, в Крыму прожили там ну, 2-3 столетия примерно, рядом с крымскими татарами, сохранили свою особость, при том, что приняли ислам, при том, что приняли мусульманские имена очень часто. Обычаи, об этом говорится в разной литературе, сами чем-то поделились. Они выполняли роль, в том числе, ремесленников разного профиля. Сейчас это надо отдельно разговаривать. Занимали неплохое положение в крымском обществе еще во времена Крымского ханства. Конечно, они элитой не были, но они не были париями. Они были вполне себе достойными жителями Крыма. И... Ну, не те стереотипные цыгане, которые есть. Но они, ну, собственно говоря, они все перешли к оседлому образу жизни практически. Вот. Сельским населением они почти не стали, но они выполняли разные функции ремесленников, очень широкого профиля, в том числе ювелиров. Не все ювелиры, конечно, были цыганами, но, или крымами, но тем не менее. И вот об их языке. Крымский диалект, это того же Торопова работа, крымский диалект цыганского языка сложился, по всей видимости, в XIX веке на территории степного Крыма, заселенного татарами, носителями многоязырного степного диалекта, крымско-татарского языка. Я прошу меня сейчас вот тоже по всяким этническим там особенностям не хватать. Я сейчас читаю... Да, то есть вы не свой труд читаете. Да, я не свое читаю, но как бы основной смысл понятен в любом случае. Угу. И язык крымских татар оказали весьма сильное влияние на культуру и язык цыган. В Крыму цыгане приняли от татар мусульманство, в язык же перешло огромное количество слов, словообразовательных, словоизменительных средств татарского языка. По данным автора, полученным на основании этимологизации лексики диалекта, количество корней крымско-татарского происхождения составляет около 36% от общего числа засвидетельствованных корней. Но больше трети, слушайте. Большинство заимствований сделано из степного кыпчакского диалекта крымско-татарского языка. И тут он вот сопоставляет слова в цыганском языке, крымско-цыганском и крымско-татарском. С принятием мусульманства крымскими цыганами были заимствованы слова, обозначающие реалии культа. Например, вот китаб, джами, дуас, молитва дуа, харами, нечистый и так далее. Также были заимствованы слова, обозначающие виды одежды, инструменты для ее изготовления, названия изделий из шерсти. Большая группа заимствованных крымско-татарских слов относится к названиям продуктов питания, различных кушаний, а также посуды, предметов домашнего обихода. Там и бурек, там и катык, там и сковорода, тава и все, что хочешь. Крымский диалект цыганского языка сохранил в перфекте татарскую парадигму спряжения глаголов. Это то, о чем я говорил. То есть некоторые глаголы у них прошлого времени спрягаются как крымско-татарские. В области фонетики в диалекте стало возможным употребление звука «у» после палатализованных согласных корнях слов. «Дунас» – мир, то есть «дунья». «Душундым» – я подумал. «Дюкана» – магазин. Языковые контакты между цыганами и татарами Крыма были прерваны не только переселением первых в начале века на территории Кубани и дальнейшим уходом в Грузию,
Но в основном депортация крымских татар в 1944 году в Казахстан. Опять, это поправка на автора, он о депортации знаю. крымских татар не очень много знает, да. Ну, в том Вместе- числе и Казахстан. именно, Ну, наверное. конечно. Вместе с татарами была депортирована и значительная часть цыган, которые, спасаясь от фашистских репрессий, поголовное истребление цыганского населения, зарегистрировались как татары и с приходом Красной Армии не уничтожили документы, где значилась эта национальность. Ну и немножко еще о взаимоотношениях крымских татар и цыган крымских. Еще раз подчеркиваю, тех, которые сохранили свою особость, сохранили себя как особый народ, крымлы или Крымы. Татары крымских цыган именовали аюдживар, медвежатники. Это название прямой перевод румынского этнонима урсари, медвежатники, которым до сих пор называется этническая группа цыган, проживающая в Румынии, а также на территории Молдовы и Одесской области Украины. Приведенных данных как лингвистического, так и этнографического характера достаточно, чтобы сделать вывод. Крымские цыгане и цыгане-урсари – две ветви некогда единой этнолингвистической общности, представители которой на территории Молдовы появились приблизительно во второй половине 17 века, то есть это 1650-е и позже годы, придя с территории Балканского полуострова. Часть цыган этой общности продолжила движение по северному побережью Черного моря на восток и, по всей видимости, в последней четверти 17 века, то есть это после 1675 года, проникла на Крымский полуостров, положила начало формированию этноса крымских цыган аюдживар, а также появлению впоследствии самостоятельного диалекта. Ну, аюдживар – это на крымско-татарском, а сами для себя они Крымы или Крымвыдис. Урсари. Ну, Урсари. Урсари – это те, Да, что да, остались да. на Балканах. Да, да, да. Все вышесказанное свидетельствует о том, что диалект общий для предков всех цыганских групп, относимых к балканским, сформировался на границе Македонии, Болгарии, Северной Греции, ориентировочно в XIV-XVI веках. Балканские языки, причем, обратите внимание, разные языки, это не языки одного корня, а очень даже разные. Греческий, болгарский, македонский, румынский, албанский на протяжении, по крайней мере, 8 веков оказывали весьма сильное влияние на лексику, словообразование, словоизменение в синтаксисе цыганского языка. Получив многие черты общие для языков Балканского полуострова, цыганский язык вошел в группу языков Балканского языкового союза. И вот от них там это 18%. Ну, так далее. Ну, Надира, давайте сейчас я попробую какой-то промежуточный итог подвести, потому что много информации вы выдали. То есть, что я понял, да, что были цыгане, которые сформировались, там, условно говоря, там, До Крыма. До Крыма. Потому что еще Да, дальше, да, еще да, там да, по-другому. да, да, А понятно. вот до Крыма Это всё на понятно. Балканах. То есть, вот, допустим, балканские, условно, цыгане, которые Да. обогатили себя вот балканским ареалом, в том числе и языком, и традициями, и культурой. Потом было некое движение этих цыган. И часть Территория этих цыган, Крымского ханства. да, часть этих цыган осела в Крыму. И, соответственно, чтобы как-то обозначаться и различаться по остальным цыганам, они назвали себя Крымы. Да. Крымы или Крымлы. Потому это- что Крымлы-Дес – это Крымлы-Дес. множественное число Да, от то есть, Крымлы. получается, сегодня это абсолютно легитимное название. Совершенно. То есть, Оно существует народ с таким названием, который себя таким называет. И к этому можно что добавить? Ну вот, кстати говоря, вспомните, когда жил Пушкин, он жил там, в первой половине 19 века, как все мы знаем, и вспомните его вот эту поэму «Олека», там, где он одной из первых, да, там по Бессарабии толпа цыган кочует. Это вот как раз примерно та эпоха, вот, потому что Бессарабия это тоже в прошлом часть Крымского ханства, но к тому моменту уже часть Российской империи. Вот. И люди оказались здесь, да, в течение 18-19 веков. Часть их слилась с крымскими татарами непосредственно, Да, стали вот я частью хотел как бы крымско-татарской это нации, тоже, безусловно, да. и тут никаких вопросов. Это только обогатило крымских татар, как и любую нацию. А часть сохранила самостоятельность, и по сей день они так себя именуют и живут. У них даже отдельный язык, который, хотя больше, чем на треть, состоит из крымско-татарских слов, но
тем не менее самостоятельный язык. Ну, для зрителей нашего канала я, естественно, приложу маленькие короткие видео, которые, в принципе, дают какую-то картину, потому что для меня тоже это было открытием, скажем так. Я честно скажу, что до этого я не знал этого. И я удивился, насколько вот эти Крымы, ну это в принципе, это знаете как, все об этом знали, а мы не знали. Да, Вот вот такая буквально ерунда так, да. получается. Да, а народ живет, развивается, и причем неплохо Да. развивается. То есть, наблюдая за их одеждой, что тоже очень важно, она принципиально отличается от нашего, и начиная от свадебного, концертного и так далее. То есть одежда отличается. Потом я посмотрел, музыка очень похожа. Вот там интересно, свадебный такой отрезочек посмотрел, где как будто бы Хайтарма играет, но это не Хайтарма. То есть это как будто двоюродная сестра Хайтармы. Но, в общем, музыкальный мотив, он очень похож. Язык совершенно другой. Ну и в принципе, вот как люди танцуют, как себя подают. То есть это совершенно другая культура. Это нужно просто посмотреть. И совершенно четко становится понятным, что это действительно отдельный самостоятельный народ, который никак, ну, скажем так, очень далеко нам какие-то у нас пересечения есть. И что интересно, да, тему Чингине, конечно, у нас такая полузапретная, я не знаю почему, кстати, хотя они давно уже являются частью нашего этноса и вполне себе хорошо интегрированы, да, и они сами себя, кстати, считают тоже частью крымско-татарского народа. Об этом как бы даже Да и речи. крымские татары считают их Да, крымскими то есть татарами. сегодня это все уже понятно. И эти процессы шли давно, они шли столетиями, да, как бы, и сейчас ни у кого претензий нет. Единственное, что это получается какой-то каламбур сегодня. То есть, получается, сегодня мы обсуждаем тему, а можем ли мы примкнуть вот к этому славному цыганскому народу и все дружно, получается, обняться. Ну, у меня по этому поводу есть два замечания. Одно, значит, чисто юридическое. Дело в том, что ну, это не только в России или в Украине, или там в каких-то, во многих государствах выбор национальности – это дело добровольное. То есть, опять-таки, это еще раз возвращаясь к тому пункту, что национальность, этническая принадлежность, отнесение себя или считание себя кем-либо по национальности – это не вопрос генетики. Вот достижения генетики последних десятилетий, вот эти гаплогруппы, многим как бы свернули с толку. Они обманывают. Да, они не обманывают, они говорят о биологическом строении этого человека, но они ничего не говорят о его национальности. Вот. Это грубая ошибка. Да, вот это уравнивание, так сказать, расы там, или антропологии, или генетического типа национальности, это заблуждение, но об этом мы уже много говорили. Но поэтому человек любой генетики, любой расы может считать себя человеком любой национальности. Если кто-то, кто бы то ни был, если кто нас слышит, не слышит, неважно, он в душе себя ощущает Крымом или Крымлы, но я могу его только поздравить, потому что, во-первых, есть люди, которые, они такие и есть, и замечательно, что они есть, я этому очень рад. Причем давно уже. Да, причем уже давно, и давно себя так называют. А с другой стороны, если кто-то хочет к ним примкнуть и расширить эту вот группу, этот народ, так сказать, усилить, почему же нет, пожалуйста. Может, это зов крови, кстати. Кстати, да. И второе замечание, это, что интересно, вот крымские цыгане, не слившиеся с крымскими татарами, сохранившие свою обособленность, они интересное дело, они хранят свою обособленность и от других цыган. По этому поводу даже есть очень, такая забавная как бы песенка разухабистая известного исполнителя цыганского Марцинкевича, современная такая попса цыганская. Красивая, там перевод этой песни, если очень коротко. Крымы вы меня к вашей дочери не допускаете, я дарила ей много роз, а вы не хотите меня, значит, к ней подпустить. Вот. Выпейте за мое здоровье. То есть это просьба цыган, а не Крыма,
к цыганам Крыма. То есть и тут получаются барьеры. Ну вот такой. Ну, там песенка веселая, хорошая, я думаю, вы ее прокатите. Можно будет посмотреть, как это все выглядит. Ну, пожалуй, вот то, о чем я хотел рассказать сегодня. Да, ну, получается, что на самом деле, опять же, да, опять же, мы про генетику сейчас не будем говорить, этот Нет. лес, мы сейчас опять в нем заблудимся. Просто получается, что если вот вот как вот с юридической точки зрения, да, к примеру, допустим, вот крымско-татарский народ, он говорит, да, сегодня мы крымлы, мы так решили, вот мы там все проголосовали на Курултае, решили. Вопросов нет, попадаем, вот этот крымские То есть татары из перечня кто к кому национальности примыкает? исчезает. Они к нам или мы к ним? Ну, разумеется, мы к ним, мы же берем это название, мы входим в этот народ. Безусловно, а как же? Заставить кого-то силом к себе примкнуть нельзя. Это вот та часть крымских цыган Чингяни, которая вошла в состав крымско-татарского народа, она сделала это добровольно, никто их батагами не гнал, а сделала добровольно. Ну, хорошо, вот мы все теперь одна нация. А кому-то сказать, ну-ка быстро подошел ко мне и стал, как я, ну, и это и крымским цыганам в такое в голову не придет. Понятное дело, Крымам это в голову не придет, но если есть крымские татары, которые сомневаются в том, что они крымские татары, и как-то им больше кажется, что они крымлы, это их человеческое право объявить себя такими. Ну, наверное, вот язык придется подучить, танцы там туда-сюда. Это, Ну, танцам легче научиться. да, наверное, да. Не, ну, понимаете, здесь же нет вопроса какого-то высокомерия. Ни да, в коем там, случае. Ты такой, Ни мы в коем такой. случае, абсолютно все добровольно. Да, мы сегодня говорим о самосознании в первую очередь. Самоидентификация. Самоидентификация, кем я себя ощущаю. Да. Если, допустим, скажем так, что ну, в древности, там, в ханское время, в 17-18 века народ был не очень-то и грамотный, и он не знал, что, оказывается, мы Нет, ну кем-то что-то себя... в народной памяти оставалось, какие-то вещи. Кем-то мы там себя называли неправильно, да, и сегодня вот мы говорим, что мы начинаем как бы разбираться, и оказывается мы выясняем, что мы вот эти, а это имя уже занято. Ну, это как, знаете, как домен в интернете. Вы когда домен регистрируете, вот я, допустим, ввожу msms.com, а он занят. Ну да. То есть это место уже занято, что же теперь делать? Не занято там, я думаю, ворота нараспашку, пожалуйста, все, кто хочет. Да. Ну, а я обязательно вот приложу, я действительно с огромным интересом, таким даже немножко исследовательским интересом посмотрел вот эти... В принципе, это вот, что самое главное, что самое обидное, это все настолько на поверхности, это даже не надо идти в библиотеку. Ты просто пишешь «Крымы», И оно выходит. и у тебя просто огромное количество Да, информации. мы дожили до своего времени, обсуждаем эти темы, даже не... Я, честно говоря, очень удивился. Хотя, ну, да, это интересно. Ну, то есть, получается, что? Получается, сегодня мы для себя в первую очередь должны определиться, да, мы Но это вообще... не ко мне призыв. Не, я понимаю, я понимаю. Да, и получается же, вот это вот интересный момент, да, что вот эти вот крымлыдесы, они, получается, вот по этому языковому такому бульону, да, интересно прослеживать формирование Да, народа. Это же да, очень интересно. То есть, получается, обогатили там, Да. потом обогатили здесь, обогатили русским языком, и в итоге получается вот такой вот микс. Никто не поймет, кроме них. Да, это как зашифрованный язык получается. Ну, да. Надеюсь, что этот... Ну, я думаю, что мы, в принципе, эту тему раскрыли, насколько это Надеюсь, возможно. Надеюсь, Кому, что самое главное, кому эта тема действительно интересна, он может зайти в интернет и сам все прочитать. Потому что сегодня действительно люди, эта дискуссия поднимается, и нужно просто изначально дать нормальную базу, чтобы люди просто думали, а личное дело – это выбор каждого. Да? То есть мы же не можем кому-то сказать, ты должен вот так называться, ты должен так называться, ты должен так называться. Я, допустим, чувствую причастность к определенным вещам и историческим событиям, поэтому как бы в моем случае нет, все пусть понятно. сознательный выбор делают.
Потому что вот этот туман, который тут много напустили, вот тут четкий выбор есть. Там или здесь. Кем ты себя считаешь? Пожалуйста, вопросов нет. Sağ olun Nadir ağa. Вот это сау болыңыз.